Добрый день, ребята! Сегодня у нас математика, 5 класс. Урок номер 24. Деление десятичных дробей. Знание – самое превосходное из владений, все стремятся к нему, само же оно не приходит. Сегодня на уроке нам предстоит ознакомиться с правилом деления десятичной дроби на десятичную дробь, научиться выполнять деление десятичной дроби на десятичную дробь и научиться применять правила деления десятичных дробей при решении задач. Вспомним, выполним умножение. 0,3 умножить на 3 равно 0,9. 0,7 умножить на 5 равно 3,5. 0,555 тысячных умножить на 0 равно 0. 0,04 умножить на 8 равно 0,32. 0,06 умножить на 4 равно 0,24. Выполним деление. 25,5 делим на 5, 5,1. 1,5 делим на 3, 0,5. 4,7 делим на 10, 0,47. 0,48 делим на 4, 0,12. 0,9 делим на 100, 0,9. Восстановим цепочку вычислений. 8,1 делим на 9, 0,9. 0,9 умножаем на 2, 1,8. 1,8 делим на 3, 0,6. 0,6 умножаем на 4, получаем 2,4. Рассмотрим схему перевода единиц длины и массы. 7,583 метра в сантиметры. 7,583 метра равно 7,583 умножаем на 100 равно 758,3 сантиметра. 6537 метров в километры. 6537 делим на 1000 равно 6,537 тысячных километра. 6537 центнеров в тонны. 6537 делим на 10 равно 653,7 тонны. 7,3456 десятитысячных метров в сантиметры и миллиметры. Сантиметров 734,56 сантиметров, 7345,6 миллиметров. 6,43 тонны в центнеры килограммы. Будет 60,43 центнера или 6043 килограмма. 346 миллиметров в сантиметры, метры. 346 миллиметров равно 34,6 сантиметров равно 3,46 метров. 73,6 килограмма в центнеры в тонны равно 0,736 тысячных центнеров равно 0,736 десятитысячных тоннов. Ребята, рассмотрим задачу. Площадь садового участка прямоугольной формы 1225 квадратных метров. Найти ширину участка, если его длина равна 49 метров. Решение. Раз площадь у нас равна 1225 квадратных метров, а у нас равно 49 метров, найти b.
Площадь равна А умножить на Б. Б равно С поделить на А. Подставляем числовые данные. Б равно 1225 делим на 49 равно 25. И записываем ответ. 25 метров. Следующая задача. Площадь школьного коридора прямоугольной формы 122,5 квадратных метров. Найти длину коридора, если его ширина равна 4,9 метров. Решение. Площадь равна 122,5 квадратных метров. Б равно 4,9 метров. Найти А. Площадь равна А умножить на Б. А равно С поделить на Б. А равно 122,5 делим на 4,9. Равно знак вопроса. Мы с вами умеем умножать на десятичную дробь, но делить пока не умеем. Итак, чему же это будет равно? 122,5 квадратных метров переводим в дециметры. 12250 квадратных дециметров. 4,9 метров равно 49 дециметров. Поэтому найдем А. 12250 делим на 49 равно 250 дециметров или 25 метров. И записываем ответ. 25 метров. Как же можно поделить 122,5 на 4,9? Что мы сделаем? А давайте мы в делимом и делителе перенесем запятую вправо на 1 единицу. То есть мы делимое и делитель умножим на 10. У нас получится 1225 делим на 49 равно 25. Итак, правило. Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо в делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе. После этого выполнить деление на натуральное число. Выполним деление. 0,68 делим на 0,2. В делителе после запятой одна цифра. Значит, переносим запятую и в делимом и делителе вправо на одну цифру. Получили. 6,8 делим на 2. Делим на натуральное число. Мы уже умеем. Получили 3,4. 0,286 делим на 0,2. Запятую переносим на 2 знака вправо. 28,6 делим на 2. Равно 14,3. 2,5 делим на 0,5. В делимом и делителе вы видите, у нас разное количество знаков. Поэтому в делимом добавляем 2 нуля. Переносим запятую. 2500 делим на 5, получаем 500. 0,35 делим на 0,5. Переносим запятую. 3,5 делим на 5 равно 0,7. 0,72 делим на 0,2. Переносим запятую на 2 знака вправо. 7,2 делим на 2 равно 3,6. 4,2 делим на 0,6. В делимом добавляем 0. Переносим запятую. 420 делим на 6, 70. Деление на десятичную дробь. 12,96 делим на 2,24. Переносим запятую. 1209,6 делим на 224 в столбик. Итак, берем по 5. 5 умножить на 224 – 1120. 1209 минус 1120 в остатке 89. Целую часть поделили, ставим запятую, сносим 6. 896 делим на 224, берем по 4. 4 умножить на 224 – 896.
896 минус 896 равно нулю. Получили 5,4. 4,5 делим на 0,125. В делителе после запятой 3 знака. В делимом добавляем 2 нуля, переносим запятую и 4500 делим на 125. Столбик. Берем по 3. 3 умножить на 125 – 375. 450 минус 375 – 75 в остатке. Сносим 0. Берем по 6. 6 умножить на 125 – 750. Получили ответ 36. Внимание! Если мы выполняем деление 12,96 делим на 2,24 равно 5,4. Делимое у нас больше частного. 12,96 больше, чем 5,4. Но делитель 2,24 больше единицы. И 2,24 неправильная дробь. Рассмотрим еще пример. 4,5 делим на 0,125 равно 36. Делимое меньше, чем частное. 4,5 меньше, чем 36. И делитель 0,125 меньше единицы. Правильная дробь. Какой можно сделать вывод? При делении числа на неправильную десятичную дробь это число уменьшается, а при делении на правильную десятичную дробь оно увеличивается. Рассмотрим деление десятичной дроби на 0,1, 1 сотую, 1 тысячную и так далее. Чтобы разделить десятичную дробь на 0,1, сотую, тысячную и так далее, нужно в данной дроби перенести запятую вправо на столько цифр, сколько цифр стоит после запятой в числе, на которое делим. Например, 23,5 делим на 0,1. Переносим запятую вправо на одну цифру. Получили 235. 236,589 делим на 0,1. Переносим запятую вправо на две цифры. Получили 23 658,9. 1,25 делим на 0,1. Как видите, после запятой в делимом 2 знака, в делителе 4 знака. Если в десятичной дроби число разрядов справа от запятой меньше, чем нулей в разрядной единице, то справа к дробной части делимого можно дописать необходимое количество нулей. Дописываем. Получаем 1,2510 делим на 0,1. Переносим запятые и получаем 12500. 26,58 делим на 0,1 равно 26,5800 делим на 0,1, получаем 265 800. 8,2 делим на 0,1. 8200 делим на 0,1 и получаем ответ 8200. Выполним деление, закрепим правило. 734,6 делим на 0,1. Или 7346 делим на 1 равно 7346. 54,45 делим на 0,1. Получаем 5445. 1,389 делим на 0,1. Получили 1389.
346 делим на 0,1, получили 3460. 74,5 делим на 0,1, получили 7450. 1,4 делим на 0,1, получили 1400. Найдем значение выражения. 42,76 делим на b, если b равно 0,1, 0,1, 0,1. Решение. Если b равно 0,1, то 42,76 делим на 0,1 равно 427,6. Если b равно 0,1, то 42,76 делим на 0,1 равно 4276. Если b равно 0,1, то 42,76 делим на 0,1 равно 42 760. Рассмотрим несколько задач. Задача первая. С поля площадью 89,3 гектара собрали 1116,25 центнера овса. Сколько тонн овса соберут с площади 240 гектар при такой же урожайности? Первым действием мы 1116,25 делим на 89,3. Переносим запятую, получаем 11162,5 делим на 893. Выполняем деление в столбик. Берем по одному. 1 умножить на 893, отнимаем, остаток 223. Сносим 2. Берем по 2. 2 умножить на 893, 1786. Отнимаем, остаток 446. Целую часть поделили, ставим запятую. Сносим 5. Берем по 5. 5 умножить на 893, 4465. И остаток 0. Значит, у нас получится 12,5 центнера с 1 гектара. А вторым действием мы узнаем, сколько у нас центнеров с 240 гектаров. Мы 240 умножаем на 12,5. 12,5 умножаем на 240 в столбик. Складываем, получаем 3400. 3400 центнеров. Делим на 10, получаем 340 тонн. И записываем ответ 340 тонн. Задача номер 2. Наезднику нужно преодолеть расстояние в 5,13 километра. Сколько времени ему потребуется, чтобы победить в скачках, если его скорость 0,9 километра в час? Мы 5,13 делим на 0,9. Получаем 5,7 часа. И записываем ответ. 5,7 часа. Решим уравнение. Первое. 3,8х равно 623,2. Чтобы найти х, мы 623,2 делим на 3,8. Переносим запятую. 6232 делим на 38. Выполняем деление в столбик. Берем по одному. Остаток 24. Сносим 3. 243 делим на 38. Берем по 6. 228. Отнимаем. Остаток 15. Сносим 2. Берем по 4. 152. И остаток 0. Значит, х у нас равен 164. Записываем ответ. Х равен 164. Уравнение b. 62,3х равно 803,67. Чтобы найти х, 803,67 делим на 62,3.
Переносим запятую вправо на одну цифру. Получаем 8036,7 делим на 623. Выполняем деление в столбик. Берем по одному, отнимаем. Остаток 180, сносим 6. Берем по 2, 1246. Остаток 560. Целую часть поделили, ставим запятую, сносим 7. Берем по 9. 9 умножить на 623, 5607. Остаток 0. Значит, х равен 12,9. Записываем ответ. Х равен 12,9. Давайте с вами заполним пропуски. 1 делим на 0,5. Мы должны запятую перенести вправо на 1 единицу. Значит, 10 делим на 5 равно 2. 1,6 делим на 0,16. Запятую переносим вправо в делимом делителе на 2 знака. 160 делим на 16 равно 10. 0,75 делим на 2,5. Переносим запятую на 1 знак вправо. 7,5 делим на 25 равно 0,3. Найдем соответствие. Первое. 75 делим на 15. Б. Это 7,5 делим на 1,5. Второе. 0,75 делим на 15. Это В. 75 делим на 1500. Третье. 7,5 делим на 0,15. Это А. 750 делим на 15. Восстановим цепочку вычислений. В самом низу у нас записано 8 умножить на 207,2 равно 1657,6. Находим прямоугольник. Подставляем. 1657,6 минус 1500 равно 157,6. Находим овал. Подставляем. 157,6 делим на 4 равно 39,4. Треугольник. Подставляем. 39,4 плюс 61 равно 100,4. Многоугольник. Подставляем. 100,4 делим на 4 равно 25,1. Это у нас параллелограмм. Итак, ребята, сегодня мы с вами научились выполнять деление десятичной дроби на десятичную дробь. Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо, первое, в делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе. После этого выполнить деление на натуральное число. Чтобы разделить десятичную дробь на 0,1, 1/100, 1/1000 и так далее, нужно в данной дроби перенести запятую вправо на столько цифр, сколько цифр стоит после запятой в числе, на которое делим. Итак, ребята, мы с вами подвели итоги нашего урока. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо вам за урок.